находимся в спортивном зале Северо-Восточного федерального университета. Мы здесь проводим наш, так сказать, первое открытое первенство нашего клуба для наших подростков, воспитанников. И чтобы немножко разбавить конкуренцию, мы еще пригласили ребят-сверстников из поселка Жатай. Довольно такое получился интересное конкурентное соревнование. От нашего клуба мы заявили 62 спортсмена, и из поселка Жатай приехало 15. Итого у нас 77 спортсменов выступали. С учетом прошлых соревновательных опытов, да, мы понимаем, что для начинающих, кто только начал шаги делать первые, им всегда сложно бывает адаптироваться к соревновательным условиям. И поэтому, чтобы их как-то раскрепостить, мы решили вот так вот по мере их уровня подготовки распределить по группам. И где вот все завоевывали места с 1 по 3. То есть в конечном итоге все оставались медалями. Благодарю моих старших воспитанников училища Олимпийского резерва. Да, они помогли. И вот мы сегодня провели такой, как первый такой наш соревновательный опыт. Но я думаю, что постараемся каждый раз в квартал мы будем такие проводить. И я думаю, каждый раз будем привлекать гостей, чтобы вот как раз таки была интересная конкуренция у детей. Очень рад, что не было сегодня серьезных травм. Это самое главное, чтобы дети, занимаясь нашими благородными видами, чтобы оставались всегда здоровые, росли, вот именно воспринимая нашу дух дзюдо, культуру, и чтобы брали, чтобы и старшие были примером, и ребята, которые подрастают, брали правильный пример и росли хорошими гражданами своей страны. Очень впечатляюще, очень было весело, здорово. В общем, все понравилось. Ребятишки настроены были очень. Значит, у меня дочка, получается, одна второе место заняла, а второе третье место. То есть Аня и Даша. Одна занимается уже второй год у меня, одна вот только месяц занимается. В общем, старались девчонки, боролись. Очень понравилось. Сегодня на высоком уровне организационном состоялись соревнования. Мой сын впервые практически участвовал в таком грандиозном событии и занял золотую медаль. То есть мы видели, насколько все ребята очень ответственно подошли к процессу борьбы, все показывали и технику, то есть выносливость. До последнего ребята боролись. Но самое, что меня впечатлило, в самом начале прозвучал и гимн Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия. Все очень дисциплинированно, четко, включая тренировку. Я лично под большим впечатлением и надеюсь, что всем детям понравилось. Будем в будущем участвовать. Конечно же, огромную благодарность хотелось бы выразить нашим тренерам. Это Аял Михайлович, Виктория Николаевна, которая тренирует в студенческом городке филиале Сакура. Довольно-таки очень серьезный подход к детям, каждому индивидуальное такое внимание. И вот сегодня действительно наш опыт, мы занимаемся буквально 4 месяца, показал, что дети горят, дети хотят заниматься. Всем огромное спасибо.